Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Хабар. В этом году Национальный научный медицинский центр отмечает свое 25-летие. Это не просто юбилей учреждения, это четверть века дела жизни человека, чье имя неразрывно связано с развитием современной медицины Казахстана. Академик Национальной академии наук Республики Казахстан, академик Европейской академии наук, золотой член Оксфордского академического сообщества, заслуженный врач Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби, председатель правления Национального научного медицинского центра Абай Кабатаевич Байгенжин, почетный гость нашей студии. Встречаем! Рады вас видеть. Уважаемые друзья, дорогой Абай Кабатаевич, рады вас видеть в нашей студии. Приветствуем. Спасибо. Поздравляем вас с 25-летием вашего центра. Это гордость медицины Казахстана, науки Казахстана. Благодарим вас за работу. И, конечно, нам бы хотелось сегодня заглянуть немножко в историю этого центра. Ну, а олицетворением такого важного медицинского центра являетесь, конечно, вы. И только что я произнесла так много ваших регалий. И это огромный путь и в науке, и в жизни, и как врача путь. Поэтому мне бы очень хотелось сегодня узнать, я думаю, нашим зрителям, конечно же, как эта большая дорога начиналась с первого маленького шага, из какой семьи, в каких местах вы родились, кто ваши учителя, кто ваши наставники. Вот об этом, наверное, первый вопрос. Спасибо большое, во-первых, за приглашение и за организацию такого большого мероприятия, связанного с нашим будущим 25-летием. Для меня огромная честь представить здесь, в первую очередь, моих коллег, с которыми мы все эти годы вместе работаем. Правда, многие из них второе поколение наше, но, тем не менее, это не умаляет достоинств нашей деятельности. Я родился в простой учительской семье в Северо-Казахстанской области. Раньше это называлось Кокшетауской области. Есть такой Володаровский район, сейчас это Айыртауский район, в селе Ботай. Это место, где 5000 лет тому назад, или уже 6000 лет тому назад, приручили впервые лошадь. Лошадь, да? Да. Историческое место. Историческое, да. Отец у меня после войны приехал, он был учителем, потом стал директором детдома. В то время было очень много детей, оставшихся без родителей. Ну и я учился, начиная с 1953 года, вместе с детдомовцами в этой школе. Потом, через 5 лет, мы уехали в Алмату, отца перевели. И вся остальная жизнь у меня связана с городом Алматой, со школой номер 25, которую я закончил в 1964 году. И потом медицинский институт, ну и Алматинский государственный медицинский институт, который я даже во сне не предвидел, что я стану врачом. Когда мы закончили школу, приехал еще мой дядя, в то время такое практиковалось, он всего на 2 года старше меня был. И моя мама предложила выбрать еще медицинский институт, потому что у нашей семьи не было медика. Но и, как обычно, методом жребия попалось, что я должен был забрать документы из Политехнического института, куда я уже подал документы на инженерно-строительный факультет. И таким образом подал документы уже в последний или предпоследний день в медицинский институт Алматы. И получилось так, что я поступил на лечебный факультет. После этого в то время существовало такое, отбирали отдельных студентов для учебы в центральных вузах, но я был направлен в Москву, где проучился 4 года. Потом нас, опять же, в то время всех забирали на 25 лет в армию военными врачами.
Но я по молодости, наверное, пытался от этого сбежать, вернулся в Алмату, закончил и все равно попал в армию. Все-таки. Все-таки. Но по вам чувствуется эта военная выправка? Ну, мне всю жизнь приходилось работать среди военных, и потом уже, через много лет спустя, я работал и в космосе, и вот, был заместителем генерального директора Роскосмоса определенное время. Ну и приехал сюда уже в должности замгенерального директора Фонда обязательного медицинского страхования. Только-только Астана, тогда еще Ахмала становилась Астаной. И в 1997 году мы переехали 10 декабря вместе с правительством. Потом, через какое-то время, мне предложили возглавить строительство. Сказали, строят французы, Абай Кабатаевич, там стройка уже 10 месяцев стоит. Разберись, доложись и возглавь. Я так и сделал. Вот. 1 апреля 1999 года я приступил к работе. Я обратился, тогда был премьер-министром Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Ну, мы учились с ним в одной школе. Да вот я хотела заметить, 25-я школа. Да. Там покойный Жириновский тоже учился, по-моему, да? Владимир Жириновский учился со мной, Вольфович, со мной в параллельном классе. Да вы что? Да. Мы друг друга очень хорошо знали. Я обратился к Касым-Жомарту Кемелевичу, он сказал, он увидел это дело, он меня поддержал, что такое строительство нам нельзя делать. Сказал так, буквально, давай, поезжай в Париж, и ты должен максимально сделать все возможное для того, чтобы расторгнуть контракт. Но ты должен подвести их к этому, что они сами расторгнуть должны контракт, не мы, потому что иначе мы будем платить неустойку. Неустойку, да. Ну и таким образом, с учетом характерологических особенностей руководителя вот этого проекта, а он был такой очень такой подвижный француз, в начале второго дня они все это вспылили, они были абсолютно уверены, что я с ними не буду расторгать контракт. Он разозлился, разодрал весь этот наш проект, сказал, стройте сами тогда. Я говорю, тогда подпишите, у меня была заготовлена бумага. Он все это на эмоциях все это подписал. Я собрал все эти документы, тут же они все ушли, оставив меня одного. Ну, что оставалось сделать? Я позвонил в Астану, мне сказали, сегодня же выезжай в Лондон. Сказали, там есть наше посольство, посол Нуртай Абакаевич, послом был тогда. Ну, я приехал туда, меня уже ждали, меня ждала уже компания Fitzpatrick International. Это все произошло в один день, это было с утра, а во второй половине дня я уже был в Лондоне. Как раз через вот этот Ла-Манш подводный, эти быстрые поезда доставили меня. Ну и они говорят, Fitzpatrick, мы всю жизнь занимаемся строительством социальных организаций, учреждений. У нас сейчас, правда, готового проекта нет, потому что это так быстро получилось. Вот мы можем вам показать два объекта, которые мы только что, один из них раньше, другой только что построили в Лондоне. Поехали, посмотрели. Одна больница на 240 коек мне очень понравилась. Это ныне Королевский госпиталь, вот, на 240 коек. У нас деньги были выделены на 240 коек. Поэтому вот, ну, на 200 с чем-то коек. Поэтому та больница, которая на 240 коек, очень подошла. Я тут же сказал Нуртаю Абакаевичу, он говорит, все, подписываем. Ему было дано право подписать. Вернее, я подписал, он парафировал все эти мои подписи. И на другой день вместе с компанией Fitzpatrick International мы вылетели в Астану. И наша клиника сейчас, это один в один вот этот Королевская клиника. Королевская клиника. Так начиналась история вот так Национального вот, центра, вот, да, и, медицинского? Да, начали мы. Знаете, Абай Кабатаевич, из вашего рассказа вообще я вижу ваш характер. Вы прям взяли такой вертикальный взлет. Мы из Кокшетау прям вылетели уже в Королевскую клинику, уже и в Лондоне побывали, и в Париже побывали.
Вы всегда были таким вот резким, принимающим быстро решения, то есть вы и быструю скачку Да, любили, это и вообще, да, да, это ваш характер, это по-моему, в да? моем А характере. Правда, я в кого вы такой? В правда, отца? сейчас я немножко уже более спокойный, наверное. Коллеги скажут. Да, Вы в отца я в такой? отца в этом отношении, потому что отец у меня был участником войны, и он получил пулевое ранение в легкое под Сталинградом. Потом после выздоровления в конце, уже в 1944 году опять ушел на войну и оказался в Маньчжурии. Там такой Восточный фронт открывался на тот момент. И он прошел вместе с советскими, с Красной армией, освободил Китай, Японию и вернулся уже в конце 1945 года. Вы из многодетной семьи? Нас 8 человек. Я Мгм. единственный сын. У меня Единственный сын? старше меня 3 сестры было, Мгм. и после меня 4 сестры. Ну, Я все, единственный сын. конечно. Но, я вам скажу, мой отец, когда он же директор детдома, меня никогда не щадили. Я всегда, когда я еще, до 4 класса мы жили вот в этом поселке, все приходилось делать мне. То есть единственный Воду сын, носил, Ерке, воду баловень, это не про вас? Не было, абсолютно нет. Воду возил. Он мне всегда говорил: запомни, сынок, девочки — это все, это гости. Они выйдут замуж и будут возглавлять другие кланы. А ты должен Держать держать все этот дом, шанрак. Вот так вот и получилось. Я никогда не ослушался моего отца. Я всегда вечером, когда отец приходил с работы, шахматы были у нас. И он меня и учил играть в шахматы. Больше ничего такого. Он никогда не любил говорить про войну, потому что это очень тяжелое дело. В прошлом году я съездил по тем местам, где отец прошел от Маньчжурии, Чанчун, Япония, и вышел на Харбин, где вот парад проходил. Специально дать уважение, дань уважения Памяти. памяти, да, не только моего отца, но и всех воевавших. А мама у вас какой человек была? Мама у меня очень мягкий человек. Вот, она учительницей начальных классов была. Потом, когда мы уже... у мамы не было высшего образования. Она, по-моему, у нее самой было не 10 классов образования, 8 классов образования, но уже считалось, что это достаточно грамотный для того, чтобы обучать детей первых, вторых, третьих классов. Мой отец беспрекословно ее слушал. Все дети то же самое. Но у нас все дети не простые девочки, они все яркие, в отличие от меня. Но, как мама говорила, это был закон для всех, для нас. Скажите, а вот организация труда, собрать людей, да, объяснить задачу, держать это под контролем как менеджер, вот этот характер, вот организационные способности, от кого они? Возможно, все-таки то же самое от отца. Ну и, естественно, от учителей, которые меня учили медицине. У меня живой пример. Я был последним ординатором у академика Богуша Льва Константиновича, знаменитого торакального хирурга, лауреата Ленинской государственной премии. Он тот человек, который в нашем Боровом сделал впервые операцию на легких, удалил легкое, да, туберкулезный больной. Потому что он был контужен во время войны, был главным хирургом 5-й армии, это под Воронежем, по-моему, он получил ранение, контузию, и его эвакуировали. Он на тот момент был кандидатом уже медицинских наук, и он возглавил всю эту центр в Боровом. У нас находился туберкулезный центр был, он делал операции на легких. Академик Богуш выполнил первую операцию по удалению легких Казахской ССР в поселке Боровое, Кокшетауской области. Фотографии тех, которые вместе со мной основывали эту больницу. Потому что один в поле не воин, сами знаете. На этой фотографии нет сейчас нескольких
наших основателей. Это Жакслык Акмурзаевич Дускалиев, который дважды был министром здравоохранения. Он основал нашу хирургию. Была Жамал Ахметовна Абдукаримовна, которая была моим заместителем. Она известный офтальмолог в Казахстане. Ну и Салим Фахатович Беркимбаев, он был моим первым заместителем, профессор, кардиолог, который потом возглавил Институт кардиологии в Алмате. Но вот из тех людей, которые с 2000 года здесь есть, это вот профессор Кадырова Еңлик Абдукаримовна. И в течение 10 лет она была моим первым заместителем по клинической части. Профессор, вот несколько ребят у нас, вот Жантурганов Максат, он тоже самое, я его пригласил из Германии. Он работал в Германии, в Ганновере, кардиохирургом. Вот. Тимирлан Сибеевич Карибеков, он со мной работал с момента строительства. И Кадырова, Жантурганов Максат, и Карибеков Тимирлан, и несколько, вот Булат Габаш Купенов, они получили государственные премии в области науки и техники. На тот момент это была команда звезд. Каждый из них приехали со своим положительным багажом. Каждый из них пытался внести нечто свое, которое не всегда у нас включалось как в пазл. Были трения определенные, но благодаря тому, что мы разумно все это обсуждали, таким образом, через буквально пару лет у нас получилась уже команда «Звезда». Абай Кабатаевич, вы принадлежите вот такой блистательной плеяде врачей, организаторов, реформаторов. Я вот сейчас назову имя, и, наверное, все поймут, что это действительно было прекрасное время, когда работали Шарманов, да, Камал Урмантаев, Машкеев. Вот великолепные просто имена, да, каждый в своей стезе. Академик Шарманов, который вообще автор Алматинской декларации. Да, сейчас мы имеем целую систему, которая вот шла от него. Благодаря ему была подписана этот алматинский документ. Скажите, пожалуйста, вот сейчас уже новое поколение врачей растет, да? Вот даже на вашем центре. Какое это развитие получил уже в 21 веке? Уже когда вы эту стройку наконец закончили, собрали команду. Как живет этот центр сейчас? Ну вот я вам говорю, здесь практически основной состав это уже вторая команда, которые уже выросли у нас. Вот, практически без исключения, за исключением пару ребят, которые приехали из Китая. Но вот из первого поколения вот есть сейчас только лишь профессор Улан Тимиржанович Кабаев. Он основоположник нашей аритмологии в Казахстане. Да. Давайте вам слово в таком случае. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я присоединился к команде Абая Кабатаевича в 2004 году. Я тогда завершил защиту своей докторской диссертации. По приглашению Абая Кабатаевича я приехал в 2023 году, познакомился с ним, заверил, что я после завершения защиты... В 2003 году я приехал, с вами познакомился, а в 2004 году я уже приехал и устроился на работу. Он учился в Бакулеве, в институте Бакулева, докторскую защитил, я его сразу забрал сюда. Да. И вот после этого вот началась наша совместная деятельность. Ну, несмотря на то, что я защитил докторскую диссертацию, мне было всего на тот момент 32 года. Да. Много ничего-то не понимал, но мне понравилось то, что Абай Кабатаевич очень был заострен на тот момент на новые технологии. Так как он очень много ездил по миру, он уже в советские времена посещал международные организации. И на тот момент уже мы знаем, что 90-е, начало 2000-х это был переломный момент во всей медицине с вводом инновационных технологий. И Абай Кабатаевич очень далеко, визионерски смотрел на это развитие проблем. Безусловно, тогда трендом был кардиохирургия, интервенционная кардиология, аритмология, она была в тени. Нам приходилось бороться, пробиваться, чтобы доказать, что эта область очень нужна для страны, необходима, потому что очень много пациентов с нарушением ритма сердца. Мы, наверное, одни из первых в стране купили современную электрофизиологическую станцию. Вот.
американского производства. На тот Мы момент первые купили. да, в стране его не было. Через год мы приобрели навигационную систему карта. Эта система позволяла без рентгена производить точное картирование камер сердца на тот момент. Но она была не самая тогда продвинутая, но тогда технологии так по этому пути и шли. Вот, и тогда вот с этого началось. Ну, конечно, большой прорыв произошел у нас, это 2007-2008 год, когда была принята государственная программа развития кардиологии, кардиохирургии. Да, тогда, конечно. После этого произошел колоссальный просто всплеск интервенционной кардиологии, аритмологии, кардиохирургии. Вот с тех пор мы и занимаемся всеми этими технологиями и лечим пациентов наших. Благодарю. Скажите, пожалуйста, Абай Кабатаевич, вот в вашем научном центре сколько направлений, сколько отделений, сколько человек работает? Вообще эта больница сначала создавалась как республиканская больница. Ну, имеется в виду, что эта больница была самого высшего уровня оказания медицинских услуг. Это рядовые операции, такие как аппендэктомия, желчекаменные болезни или там. Мы на тот момент уже по протоколу не должны были выполнять. А наша задача была, чтобы мы делали очень сложные высокотехнологические вмешательства. И вот сейчас как раз Улан Тимиржанович сказал об этом. Я хочу сказать, что вот первое, с чего мы начали, это была кардиохирургия. На тот момент, когда мы уже развернулись, в стране ежегодно умирало до 80 тысяч человек. Причем люди, как правило, работающие, не пенсионеры, от болезней сердца. Ну и тогда, значит, я начал искать людей, которые на современном уровне могут лечить, делать операции на сердце. Мой зам мне говорит: Абай Кабатаевич, со мной учился один парень, он сейчас работает в городе Адана, Турции. Я говорю: ну ты ему позвони, пусть он мне позвонит тогда. И буквально через пару дней мне позвонил Юрий Владимирович Пя. Мы с ним стали разговаривать, я ему говорю: Юрий Владимирович, давай, вот я предлагаю вам приехать в Казахстан, возглавить кардиохирургическую службу. Это после того, как он мне рассказал, какие операции он делает. Он не соглашался, у меня быт налажен. Я говорю: приедешь, я себе сразу дам квартиру, зарплате не обидим. Он долго колебался, потом мне говорит: а можно я приеду на разведку? Осторожный, доктор Да. Пя. А я ему говорю: извините, а вы где родились? Он говорит: я родился в Южном Казахстане. Казаларде. Да. Я говорю: Юра, тогда на ты я ему перешел. Юра, на родину, на разведку не приезжает. Хочешь, приезжай, я больше тебе звонить не буду. Бросил телефон. Но к чести, буквально через неделю он и Тамара приехали Уже ко работать. мне. Сказали: мы приехали. Вот, познакомились тогда с Юрой. Это было в 2003 году. Я его взял тогда, сделал заведующий предполагаемого кардиохирургического отделения и поставил задачу не тянуть. 7 апреля это Международный день здоровья. Сказал: 7 апреля, это было в 2004 году, вы должны сделать первую операцию. Он мне: ни инструментов, ничего, ни оборудования, ничего не знаю, все, договорились. И нашлись и инструменты, и наркозно-дыхательные аппараты. То есть, оказывается, все у нас было. Только надо было их собрать. И все, сделали первую операцию. Кстати, тот аксакал до сих пор живой. Мы на 20-летие нашего центра 5 лет тому назад его пригласили. Бодрый еще, ему 85 лет тогда было. Так, да, по-моему? Сейчас уже почти 100? Нет, Или ему 100? ему сейчас, наверное, под 90 уже. Вот, под 90. Здорово. Так что он живой, здоровый. Да. Вот такие дела. Тогда вот такой вопрос. Здесь очень много врачей, конечно, длинных спичей мы тоже не можем записать, но тем не менее, на вопрос, что было впервые, что было на самом современном тогда оборудовании, в каком отделении, в каком году, кто выполнял эти операции? Давайте
друг за другом ответим. Но впервые у нас было много, между нами говоря. Открыли доступ ко всем новейшим технологиям, которые мы только слышали, что это есть на Западе. Но вот ребята, которые сейчас обучались на Западе, они сейчас теперь уже у нас работают. У нас вот с совершенно молодых лет. Давайте, вам Вот, например, Айдос Пернебаевич. Вот он сейчас руководит кардиохирургическим отделением, но он уникальный у нас хирург. Он делает это таким менее инвазивными доступами, практически не пользуясь вот машинами, которые называются аппарат искусственного дыхания, то есть на работающем сердце. И Человек все знает, да. все видит, все и мы чувствует. в год сейчас, благодаря этому, он делает больше, чем 1500 операций. Это Айдос, разве- расскажите, пожалуйста. Вот еще один молодой человек, сейчас я Да. скажу, еще один, где у нас детский. Вот, рядом сидит у нас Бахчан, вот он детский кардиохирург, тоже уникальные вещи делает, тоже учился в институте Бакулева. То есть вот это первые те, которые вот из второго поколения, которые сейчас уже начали оперировать. Знаете, вот я на вас смотрю сейчас, и если бы я не видела вашего отца, конечно, но я представляю, как бы он радовался успехам своих детей, которых он воспитал вот из детдома, да, каждого ребенка вот в жизнь пустить, да, дать им путевку в жизнь. Вы точно так же, вот с такой гордостью, даже слова не даете мне вставить. Давайте, Пожалуйста. давайте мы спросим у наших гостей. Да, Потому что они Айдос, скажут, слушаем вот вас. молодой человек Серик. Қазір Серікке де сөз Жақсы. береміз, Серік Мырзаға да. Мгм. Ну, как Абай Каватаевич сказал, мы второе поколение врачей, кардиохирургов, которые выросли в этой клинике, в нашем клинике, Национальном научном медицинском центре. Вообще история моя началась в селе Южно-Казахстанской области. Моя мать болела пороком сердца. К сожалению, эти года, 2000-е годы, не было такой активной кардиохирургии, которая сейчас есть. Когда я поступил в университет, к сожалению, моей маме не могли помочь в это время. И я с этого времени мечтал стать кардиохирургом. Помогать Да. людям. В это время, когда мы учились в университете, то есть в Южно-Казахстанской медицинской академии, мы слышали, что в Астане открылась большая клиника, где открылась большой кардиохирургический центр, и моя цель была туда попасть. В 2008 году я не успел поступить в резидентуру, потому что не успел документы вовремя сдать. Но в 2009 году, готовясь к экзамену, потому что говорили, что здесь будет очень жесткий отбор врачей, то есть резидентов кардиохирургии, я поступил в 2009 году. И с тех пор вот я здесь работаю, в этой клинике, стал заведующим отделением, начал с резидента врача, ординатором, старшим ординатором, и вот уже я 5-6 год руковожу отдел кардиохирургии. Меритократия по-нашему. Да, да, конечно. А сколько операций в год вы проводите? Мы проводим, если в общем взять, где-то 1500-1300 вот так операций ежегодно проводим, открытые операции. А на в сердце. отделении сколько койко-мест? У нас 25 койк-мест Мгм. в отделении. У нас проводятся все современные методы оперативного вмешательства на сердце и крупных сосудах. Я бы сказал, не хуже, даже лучше те операции, которые проводятся за рубежом, это в Европе, в Америке. Благодаря Абай Каватаевичу у нас есть возможность ехать в эти страны, обучаться, проходить лучшие свои практики в лучших клиниках Европы и Америки и восточных странах. Мгм. И эти же операции мы выполняем нашему народу. Мгм. Көп да. рахмет. Рахмет. Вот рядом сидит детский хирург. Осы орталыққа 2011 жылы балалар кардиохирургия бөлімшесін дәрігер болып кірдім. Қазақстанда бірінші болып ашылған бөлімше балалар кардиохирургиясы Абай Каватаевичтің ұсынысымен, сол кісінің бастауымен, сол кісінің нұсқауымен. Бұл отделение жылына мыңдаған балаға операция жасалады.
ол Жарым. операциялар Квотамен ба? квотамен. Ол балаларды бұл көбісі балаларды үлкен науқастармен салыстыруға мүлдем келмейді. Әрине. Ол балаларды жасағаннан кейін, ол балаларды 3 ай сайын, 6 ай сайын, 1 жыл сайын тексеріп отыру керек. Бақылап Бақылап отыру керек, иә. Абай Кабатаевичтің тоже тағы да ұсынысымен, нұсқауымен бізде 30 шақты регионға біз тегін шығып сол балаларды УЗИ жасаймыз. Сол аудандарға, облыстарға барып тегін сол балаларға тегін консультация береміз. Жыл Сол сайын? балалардың ай сайын. Ай сайын? Ай тіпті? сайын біз шығамыз, ол балаларға көмектесеміз. Себебі мынандай қыс уақытында олар келе алмайды. Мысалға қарапайым оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай ауданы. Ол науқастар 2000 километр Астанаға дейін. Біз соларға көмектесу үшін. Көп рахмет сіздерге. Көп рахмет. Сегодня на нашу программу также приехали коллеги ваши, врачи из Китая, замечательные. Абай Кабатаевич, представьте, пожалуйста. Бұл кісі Қытайда, Қытай Халық Республикасында 6 рет ең үздік дәрігер деген атағын алған кісі. Ақырғы мынау дүниежүзінің жетістіктерін осында алып келіп, бізге соның барлығын қазір жас дәрігерлерге сол сабағын беріп, олармен бірге операциялар жасап, соның барын үйретіп жатыр. Сәлеметсіздер, өте қуанып отырмын. Абай Кабатаевич ағамыздың осы кісінің бізге берген жолының, ашылған жолының, екі елдің достығының, қарым-қатынастың жақсы болғандығының нәтижесінде біз осы жерге келіп қалдық. Өте жақсы келгеннен кейін біздің тұрмысымызға, біздің қызметімізге, біздің әрқандай жағдайымызға өте мән беріп, көңіл бөліп жатыр. Енді Абай ағамыз бұл кісі ғылымның иегері, медицинаның академигі. Сондай болса да, және де біздің Қытай елі мен Қазақстан елі арасындағы медицина бір белдеу, бір жол құрылысындағы өте еңбек сіңірген мықты ағамыз. Сондықтан осындай кісінің арқасында біз осы жерге істеп жатқанымызға өте бақыт сезінеміз. Енді Абай ағамызбен танысқалы міне 7-8 жыл болды. Осы 8 жылдан бері бұл кісінің көптеген артықшылықтарын, ғылым иегерінің ғылым білімдерін үйреніп, бұл кісінің адамгершілігін үйреніп, бұл кісінің халыққа, елге, екі елге сіңіп жатқан еңбегінің нәтижесін, жемісін көріп, өте тәнті болып, қуанып отырмыз. Сіздерге көп рахмет. Рахмет, рахмет. Сондай-ақ өзіңізден бір ауыз сөз. Серик Дүйсенбі, я ему предложил приехать к нам, возглавить, потому что у нас в Казахстане, за исключением института нейрохирургии, который возглавляет профессор Ахсулахов, на высоком уровне не было клиники, а они выполняли в Китае очень серьезные хирургические операции, поэтому я ее пригласил. Ему большое спасибо, он приехал, уже 6 лет возглавляет нейрохирургическое отдел. И сегодня он практически чуть ли не единственный нейрохирург у нас в Казахстане, который работает на основании черепа. 2017 жылы бірінші рет осы ұлттық ғылыми медицина орталығына келдім. Келіп бұл кісілермен сөйлесіп, көріп, нейрохирургияны дамытудың қаншалықты мүмкіншілігі бар екен дегенді ойластырып, 2019 жылдың аяғында елге оралдым осы жерге. Енді ол кезде ең алғаш келгенде нейрохирург аппараттар даяр болмады. Бұл кісі сол тез арада аппараттарды жинау, барлық мүмкіншіліктерді қарастыру арқылы 2020 жылы 6 айда маған нейрохирургия департаментін ашып берді 15 койкамен. Вот там сидит Беглан Стамбул. Он первый наш специалист, который впервые приехал в 2008 году, уже, сейчас считайте, 18 лет. Он один из основоположников интервенционной кардиологии. Это то есть то, что через через вены делается операция. достигается до сердца,
Жалпы бұл сала енді былай айтқанда Абай Қабатайұлының өз қолымен жолын алып ашып өз ортасына алды. Бұл бірінші реткі Қазақстандық интернет кардиолог болып есептелді. Қазір енді бөлім бүкіл Қазақстанда интернет кардиологтар әрбір ауданға дейін бар қазір. Қазір енді бұрын клапандар аурулар болса, мәселен аорталық метрон клапандар, енді ең бастысы ол кардиохирургиялық операция. Бірақ жасы үлкен адамдар, өте ауыр асқыну бар адамдар болған кезде қазір енді тамыр арқылы оған жаңа клапандарды орнатуды қолға алып жатыр. Былтыр енді жаңа техникаларды кіргізіп жатырмыз осыны. В студии сидят, Уже я не знаю, доморощенные да, наши уже, да, ваши специалисты, Да. специалисты вашего центра. И я бы хотела вот вам передать микрофон, уважаемые гости нашей студии. Ваша первая встреча с Абаем Кабатаевичем, как вы получили приглашение, в каком отделении вы работаете? Возьмите, пожалуйста, микрофон, вам слово. В 2000 году, и как раз эта клиника строилась и завершалась. Я зашел в клинику, познакомился с Абай Кабатаевичем и изъявил такое желание, что хотел бы возвратиться на родину. И Абай Кабатаевич сказал: все, мы завершаем клинику, как только завершим, будете на связи, и мы обязательно вас пригласим. И было мое большое удивление и, конечно, восторг, когда ночью в один звонок звонит, значит, мне помощник Абая Кабатаевича, говорит: да, вы такой человек, да, вы находитесь вне родины, да, у нас в стране, вот в столице Астане открывается впервые клиника, одна из ведущих клиник, которую на сегодня вы знаете, и мы вас приглашаем на родину, если вы согласны. Я действительно в сентябре 2001 года вернулся на родину, в клинике, начал эту работу в этой клинике как кардиолог, в всей этой кардиологической службы, когда мы, просто было название кардиология, на сегодня, как все рассказывали. В последующем впервые, вот, как сказано было в 2004 году, 7 апреля была кардиохирургия открытие, в последующем интервенционная кардиология, в 2005 году мы впервые в стране начали проводить интервенционные методы лечения. И вот мой путь связан с этой клиникой. На сегодняшний день являюсь вот уже организатором. Я могу сказать, это такой невероятный путь, который мы прошли за 25 лет. Абай Кабатаевич все делает впервые. Вы помните, был открыт в Алмате городской диагностический центр. Я это очень хорошо помню. Первый Я была в своем ребенком, я помню. формате. Да, это построил его и открыл, и руководил им Абай Кабатаевич. Открывал его Евгений Чазов, помните, да? Да, министр здравоохранения СССР. СССР. Наша клиника – это клиника первая в стране вот такого формата. Абай Кабатаевич умеет подобрать команду. Он умеет подобрать людей так, убедить их, повести их за собой так, что любое его новаторское какое-то решение, оно нами всеми воспринимается, и мы прилагаем все усилия, чтобы внедрить его. То есть все то, что было здесь впервые. Вот начали уже говорить про кардиохирургию. Да, кардиохирургия у нас была именно возрождена в наших стенах. Да, пересадка впервые печени, органов была в наших стенах. Да, супероперации на сердце, которые сейчас вот делает Айдос Пернебаевич вместе с Алмаз Тулигеновичем. То, что в детстве делает, например, Бахыджан Абидулаевич вместе с доктором Теремкуловым. Ну, это, наверное, фантастика, потому что тех операций не делает, собственно, никто. Они, конечно, у нас очень все скромные. Вы посмотрите, наш коллектив, он очень молодой. То есть, действительно, это второе поколение. Посмотрите, какая у нас красивая молодежь. Она не только красивая, она умная, она талантливая, да. Она успешная. И то, что они все делают, это все оценивается. Наши ездят, доктора учатся, участвуют в конференциях. У нас нет языкового барьера для того, чтобы получить что-то новое. Давайте я еще в подтверждении ваших слов сейчас хочу показать для всех нас, для телезрителей, приветствие из Австралии. Смотрим. Прежде всего, мне хотелось бы отметить тот колоссальный вклад, который внес Абай Кабатаевич, Байгенджин, в создание и развитие Национального научно-медицинского центра в Астане. По сути дела, вся
хирургия у детей на сердце начиналась в Астане, в Национальном научном медицинском центре. За последний год мы достигли очень больших успехов. Мы разработали нашу собственную методику по сохранению клапанов сердца у детей и опубликовали нашу методику в ведущих американских журналах. Я уверен, что многие ведущие клиники детской кардиохирургии в мире будут оперировать именно по этой методике. Я также уверен, что в ближайшие годы мы выведем кардиохирургию у детей в Казахстане на самый высокий международный уровень. Я уверен, что не только больные дети из Казахстана будут ездить лечиться в Астану, но и многие другие дети будут стремиться в эту клинику из ближнего и дальнего зарубежья. Благодарю. Абай Кабатаевич, сколько человек в год обращаются в вашу клинику, в ваш центр? Мы в год делаем порядка 16 тысяч операций. 16 тысяч операций. Но еще больше у нас проводится и консервативное лечение. Так что если всех посчитать, где-то, наверное, около 20-25 тысяч больных проходят лечение. Мы раньше не были допущены к лечению онкологических больных. Как-то априори было принято, что таких больных должны лечить онкологические профильные учреждения. Но я попросил разрешения. Почему? Потому что мы вынуждены были оперировать больных, когда они приходят, видишь, что у пациента 2-3 диагноза, и мы не могли их отпустить. Если онкологические заболевания, мы их не могли отпустить, тем более у нас были свои готовые То есть, специалисты. видя, что им нужна помощь, Да. вы, Ну, несмотря на то, что Да. это не ваш профиль, или у вас нет разрешения было Да, к тому не было времени? разрешения, потому что раньше было разрешено это только онкологическим учреждениям. Онкодиспансеры. так Онкоинститут, называемые. да. И онкоинститут. Но в то время как-то так получилось, что мы получили разрешение у нашего правительства, и с того времени мы занимаемся онкохирургией, вообще комплексным лечением онкологических больных. В 2017 году мы построили центр томотерапии. Это новая технология в лечении онкологических больных. Здесь сидит генеральный директор этого центра. Он знаменитый хирург сам по себе. Он полковник. До прихода к нам он работал начальником медицинской службы всей казахстанской армии, Министерства обороны. Здорово. Давайте, прежде чем вас послушать, мы сейчас дадим небольшой сюжет. Пациенты приветствуют вас. Я хотел обратиться с благодарностью к доктору медицинских наук Абаю Кабатаевичу Байгенжину. Несколько было у меня моментов, когда я очень плохо себя чувствовал, и обращался к нему за помощью. И он, как истинный врач, как истинный доктор, помог мне, очень помог. Теперь я себя прекрасно чувствую и хотел его за это поблагодарить. Я считаю, что таких докторов, как Абай Байгенжин, должно быть как можно больше, потому что они проникаются в болью своих пациентов и стараются им помочь. Благодарю вас, Абай Кабатаевич. Абай Кабатаевич, я знаю, что вот этот аппарат, о котором только что шла речь, томотерапия, вы сами ездили и привезли этот аппарат. Это было последнее слово техники вообще в медицине. Но за ней стоит и ваша личная история. Да, совершенно верно. В 2016 году я совершенно неожиданно потерял родную старшую сестру. Она заслуженный учитель, жила все время в Алмате. Ей было 69 лет, на пенсию только вышла. И в один из приездов в Алмату я увидел, что она болеет. Я говорю, что с тобой случилось? Она говорит, спина болит. Я говорю, а что же раньше? 3 сына, 2 из которых работали со мной вместе. Я говорю, куда не смотрели? Я ее немедленно привез к нам, поставили диагноз, а у нее, к сожалению, уже было поздно, потому что несколько позвонков у нее уже были съедены, Разрушены. разрушены.
метастазами, вот, раковыми клетками. И я ее потерял, прямо она у меня на руках умерла. И дал слово, что я займусь онкологией. Я долго искал, вот я нашел именно последняя технология, это вот в Америке выпускалась стоматерапия. Это технология, которая изобретена была 2 лауреатами Нобелевской премии. В 2008 году они получили Нобелевскую премию за то, что смогли ужать вот этот луч свет. Когда фотонные лучи сжимаются и направляются, они выжигают незрелые клетки, то есть раковые клетки. В то же время они абсолютно не трогают нормальные клетки. здоровые ткани. И таким образом мы привезли с собой, и то это было непросто. Я попросил разрешения у руководства тогда, чтобы они мне дали деньги. Денег не было, как всегда. Тогда попросил разрешения, чтобы мы это в частном порядке сделали. Мне сказали, попробуй. Ну и таким образом я приехал в Вашингтон. Оттуда посол Ерлан Казаханов дал своего зама, советника. Мы полетели вглубь Штатов, приехали на этот завод. Директор этого завода, он же одновременно акционер, хозяин, говорит, у нас сейчас 60 стран ожидают вот этот аппарат. Я говорю, ну вот ваша фамилия, говорю, очень часто встречается в Советском Союзе. Мне кажется, что вы все-таки из наших стран. Он рассмеялся, сказал, да. Мой отец эмигрировал из Советского Союза. Я вот в первом поколении чистый американец. Ну, я говорю, слушай, ну на родине же, я же тоже там родился в Советском Союзе. Родине же надо помогать. И тогда он говорит, ну вот сейчас на выходе стоят 2 машины, которые через полгода уже будут готовы. Если вы сможете сразу купить, то эти 2 машины я вам отдам в порядке того, что я сам благодаря Советскому Союзу оказался здесь, благодаря моим родителям. Мы с ним подписали договор, я приехал сюда. Знаменитый наш депутат Косарев пригласил меня на встречу с нашими земляками. Это было в 2016 году. Я пошел, ну, даже ничего не ожидая. Никого не знаю, познакомились, потому что я уже во взрослом состоянии, земляков никого не знал. Выступил, потом сказал, что вот у меня вот такая проблема. Ну, ребята ничего не сказали, я просто им сказал, и все. А буквально через 2 дня приехали 2 джигита из нашего нынешней Акмолинской области, из Кокшетауской бывшей. Из тех ребят, которые накануне мы сидели вместе. Говорят, ага, мы решили вам помочь. Вот какая сумма у вас? Я говорю, $15 миллионов. Вот мы готовы, у нас 17 вот, ваших земляков, братишек. Мы готовы дать вам залог, свои хозяйства, 2 элеватора, машино-тракторные станции, вот такие большие достаточно. У одного было 1000 вагонов уже, таких товарных для перевозки зерна. У нескольких было такое молочно-товарные фермы, тоже достаточно. Они говорят, вы найдите только банк, который может это взять. Поставили ценности вот этих бизнесменов, дали нам деньги. Я эти деньги немедленно перечислил в Америку абсолютно на доверии. Вы знаете, вот что значит простые трудяги, вот, которым я до сих пор благодарен. И никто ведь не знает, вот, что простые вот, Это трудовые простые люди ребята, поставили аграрники. свое имущество. Да. Да? Да, они все поставили. Потрясающая история. Слушаем вас. Октября 2017 года я уже непосредственно в тесном Служите контакте с Абакой Батаевичем. И проходит какое-то время, через 2 года, а в это время строится центр томотерапии. Как бы мне задача поставлена была найти врачей, радиологов, физиков, онкологов, кто будет там работать, средний медперсонал, операторов. Абака Батаевич подходит, что-то, говорит, томотерапия в 2019 году построилась, мне нужно, чтобы ты пошел туда. Ну, это было взять чашкой кофе после 5-минутки. Ну,
Я человек военный, я спросил, это приказ или предложение? Он говорит, приказ. Я говорю, понял. Мы единственный частный центр в Казахстане и на постсоветском пространстве маленькое ТО, томотерапия, имеющая дважды международную аккредитацию GCI, это безопасность здоровья и пациентов, и наших специалистов. Это уникальная технология, которая, да, впервые в Казахстане, благодаря Абаю Кабатаевичу и его команде, который был поставлен у нас. Это впервые, которая внедренная технология показала эффективность свою очень высокую. На сегодняшний день пятилетняя выживаемость в Казахстане от онкологических заболеваний составляет 52-55%. Мы уже работаем сейчас 7-й год. Уже пятилетняя у нас есть своя эффективность. Мы выявили, у нас пятилетняя выживаемость составляет 72-74%. Европа составляет 82-84%. Одногодичная выживаемость наших пациентов онкологических, она составляет 94%. То есть это вот что такое новая технология? Искусственный интеллект у нас уже с 2019 года вместе с аппаратом томотерапии, там уже встроенный искусственный интеллект. Плюс благодаря руководству Абая Кабатаевича Айгуль Кимовны, мы денег на это не жалеется. Искусственный интеллект у нас присутствует уже при планированном лечении. Уже То есть. есть осложнения практически нет. Осложнения. Сложные опухоли, которые проводятся, лечение основной солидной опухоли, его метастазы по костям, которые... А мы единым планом проходим. И эти результаты, которые есть, не только кардиохирургия, не только интервенционная кардиология, не только нейрохирургия и онкология, и в том числе лучевая терапия. Спасибо. В Казахстане Спасибо это впервые. большое. Спасибо. В начале программы мы сказали о том, что отец Абая Кабатаевича работал в детском доме учителем. Наверное, это будет такое красивое обрамление нашей сегодняшней программы. Есть интересный рассказ Альберта. Я хочу у вас все-таки, взять интервью, здесь короткое. Расскажите о себе. История, как Абай Кабатаевич к своим подопечным неравнодушно относится. Вот это вот о вас. Конечно, расскажу. Как сказал Булат Габатович, что он с 2001 года работает с Абаем Кабатаевичем. Я с 2001 года уже знаю Абая Кабатаевича, он меня знает. Воспитывался я сам в детском доме, и вот так получилось, что он курировал нас. Тогда он был еще и депутатом дважды. И именно социальная часть оставалась за ним. Благодаря шефу мы получили квартиру. У меня братишка младший также. Благодаря шефу я и съездил и во Франции, также отучился, закончил. Тогда МАП, сейчас Алмаюа называется, по специальности маркетинг. И сейчас полностью возглавляю маркетинг Национального научно-медицинского центра. У Абая Кабатаевича есть суперспособность отправлять студентов в Китай на обучение на грант. И очень много уже ребят проучились, получают образование в Китае, и, конечно, уже гарантированное место работы у них имеется. Центр растет, центр развивается. Сейчас строится 14 операционных, строятся еще блоки. Поэтому большой план, конечно, по развитию детской хирургии. И поэтому все наши будущие студенты обязательно будут работать в центре ННМЦ. Мне кажется, вы одну деталь скрываете от нас. На сватовство за вашей будущей супругой ездил Абай Кабатаевич. Это отдельная история. На глазах у шефа расту, он говорит, что ты холостой ходишь? Говорит, вон же ходит красавица одна. С колледжа практикантки пришли. Шеф говорит, вот кудрявая твоя будет, иди знакомься. И все, пошел с родителями, говорит, все, зато все сделали, сережки повешали. Все по обычаям. Спасибо. И что это кудрявая теперь? Как вы живете? Кудрявая теперь жена. Вы вместе работаете или у нее другая она профессия? сейчас работает в другой клинике, в глазной. Будет, так сказать, обучаться по офтальмологии. У Абая Кабатаевича очень большие планы на офтальмологию, конечно. Поэтому готовим девочку. Дана, но с учетом того, что мы с вами очень давно друг друга знаем, поэтому я принес сегодня 2 книги, которые были написаны мной в соавторстве с моим другом Ермеком Касымбековым. Я врач, он учитель.
Когда был коронавирусная инфекция, эпидемия, мы тоже были в числе клиник, которые занимались лечением больных коронавирусом. Меня вот мой коллектив практически запер. Сказали: Абай Кабатаевич, вы в зоне риска с вашим возрастом. Что мне оставалось сделать? Я поднял старые мои дневниковые записи, и я написал вот эту книгу, вот, которая называется «На краю галактики». Пожалуйста, посмотрите. Спасибо, благодарю Мне вас. все говорят, что это достаточно интересно, особенно для многих, для молодежи. Благодарю вас. На самом деле, сегодня я хочу закончить нашу программу, тем не менее, словами немецкого философа Артура Шопенгауэра, который однажды сказал: «Врач видит человека во всей его слабости, юрист во всей его подлости, теолог во всей его глупости». Резкое замечание, не правда ли? Ну, жесткая и жестокая правда. Но врач, в отличие от тех вторых, отличается тем, что, видя человеческую слабость, он проявляет высшее человеческое чувство — милосердие. Именно милосердие, именно большое, безграничное сердце и любовь к человечеству ведет людей, которые сегодня сидят в студии, к этой высокой миссии врача. Благодарю вас, уважаемые друзья, и позвольте мне еще раз поблагодарить моего замечательного гостя. Абай Кабатаевич, живите долго. Спасибо большое. Очень большое спасибо. Спасибо большое. Абай Кабатаевич, вы стали пульмонологом тоже по личному счету. Ну, я же вам говорил, что я сам случайно стал врачом, во-первых. Во-вторых, почему я выбрал торакальную хирургию, то есть пульмонологию, потому что у меня отец под Сталинградом был ранен легкое, левое легкое, и у него эта рана никогда не заживала. Она время от времени выходила это, с вещей. И я дал слово, что я должен ему помочь. Вот поэтому стал легочным хирургом. Сегодня вы сказали две такие очень важные фразы. На родину, на разведку не едут, родине надо помогать. Мы как-то все паразитируем на понятии, что Родина все должна дать. Наоборот, Родина тебе уже все дала. Родила, воспитала, отдала образование. Теперь ты должен дать Родине. От нас с вами зависит, какое будет наше государство, наша любимая Родина, если не мы. А каким принципом живут сегодняшние люди? На сегодня главное, что я уловил, это потеря ответственности. Основываясь на том, что у тебя есть достаточное знание, профессионализм, ты должен за это отвечать. А люди боятся брать на себя ответственность, поэтому вот это наша главная проблема. Наше поколение – это люди действия. Вы прекрасно выглядите. Вам будет 79 вот Да, совсем через скоро. месяц. Да. В чем секрет? Ну, во-первых, у меня с молодости была непереносимость к алкоголю. Второе, я всегда занимался спортом. Вот мой вес сегодня и мой вес в 1975 году один. Я встаю в 4 утра. 5:15 выезжаю в бассейн, и до 6:30 я в бассейне плаваю. Завтракаю и обедаю. Больше я не кушаю. Нельзя себя жалеть. Ну и очень простой вопрос. Счастье. Что это для вас? Счастье – это любимая работа. Прекрасные люди вокруг тебя. Дети, внуки. Дети, внуки, прекрасная жена. Спасибо большое, Абай Кабатаевич. Живите долго. Получайте удовольствие от того, что вам доставляет удовольствие. Спасибо большое. Это была программа «Өмір өрнегі. Узоры жизни». Узоры жизни заслуженного врача, организатора медицины, профессора, великолепного учителя Абая Кабатаевича Байкенжина. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч.